Доброе утро, добрый день или добрый вечер, в зависимости от того, где вы находитесь. Юлии Отару отдельно огромное спасибо. Юле огромных успехов. Ну, впрочем, что желать, да? Зачем констатировать факт, который в любом случае состоится? В общем, добро пожаловать к нам сюда на Независимые. Георгий Цехисели приветствует вас из Нью-Йорка. Знаете, зима от Вашингтона, от столицы Соединенных Штатов, до вот, дальше, куда хватает взгляда и дорог на север, включая нас в Нью-Йорке, зима – это очень неприятная штука здесь, особенно когда идет снег. В этом году в Нью-Йорке уже было несколько снегопадов, которые на сутки парализовали наш город. И это, подчеркиваю, город, это мегаполис. Худо-бедно, причем именно худо-бедно, здесь снегоуборочная техника есть, но она паршивейшая, реально. Да? Вот из года в год одно и то же. Начинается снег, почему в городе нет, почему в столице мира нету снегоуборочной техники. А вот у нас не так часто снег, и в следующем году повторяется то же самое. В общем, городские службы как могут, естественно, расчищают, они рассыпают какие-то гранулы, которые, помогают снегу быстро-быстро растаять, даже если холодно. А вот отъехать от города километров этак на 30, и там уже, знаете ли, каждый сам за себя. Прямо вот совсем сам за себя. Сколько бы лет тебе ни было, если только добрые соседи не расчистят, не помогут тебе, если сам не в состоянии или сама не в состоянии. Все, будешь ждать, пока снег растает. Я не шучу на самом деле. И вот такую интересную штуку придумали в Канаде. Наш северный сосед, там снега, понятно, еще больше. Так вот, в провинции Альберта одна предприимчивая компания создала сервис. Такой онлайн-сервис типа Uber, только для тех, кто не хочет или не может расчищать свои собственные участки от снега. Этот сервис помогает найти подростков, тинейджеров, которые за денежку расчистят территорию дома от снега. Причем, подчеркиваю, в Канаде у нас очень редко такое бывает в Нью-Йорке, чтобы температура была минус 30, даже по ощущениям. В Канаде минус 30, не то что постоянно, но это там нормальная история, Цельсия. Подростки приходят, расчищают снег, зарабатывают деньги. Очень прикольная была статья от региональной канадской газете, вчера прочитал. И, на самом деле, подростки объясняют, что, понимаете, когда там минус 15, нормально, там, а вот минус 20, минус 30 уже, конечно, тяжело, но мы все равно уходим, расчищаем, надо же зарабатывать. Причем, как пояснили в компании, цель не то, что там эксплуатировать подростков, да, а научить их зарабатывать деньги и научить их трудолюбию и тому, что значит иметь работу, да, или что значит ее потерять. Так объяснил совладелец компании. Компания называется, если интересно, посмотрите в интернете, Frostbite Snow Removal. За сезон трудолюбивый подросток может заработать до $1000. Для них это такие хорошие карманные деньги. Не вот ахти миллионы, но $1000 за сезон – это неплохо. Это вот один из способов, на мой взгляд, очень полезный. Почему? Потому что меня тоже когда-то учили зарабатывать деньги. Мои первые заработки я делал тем, что пылесосил квартиру. Всю. Не только свою комнату, а всю квартиру. Да? Получал за это бешеные, кстати, по тем временам деньги, полновесный советский рубль. Это много было. Зато научили зарабатывать. Есть сейчас менее здоровый, меньше на свежем воздухе, но потенциально более доходный способ заработать подросткам в интернете. Что нужно делать? Некие простые задачи, да, и тут никаких специальных навыков не нужно. Это не хакерство, это не блогерство, да, которое мы много обсуждали на этой неделе. Зарабатывать на кликах. То есть дети ходят по разным сайтам и кликают на рекламные баннеры. За это они получают какие-то копеечки. Понятно, что этих баннеров накликать-то можно немало, да, и, соответственно, это копеечка копеечки вырастает в какой-то приличный заработок. Так вот, про платные опросы еще есть, да, вот, например, тоже интернет-штука. Школьники могут зарабатывать, например, сидя в любимых социальных сетях, лайкать, я не знаю, комментить, Инстаграм, Твиттер, ТикТок, все что угодно. Предлагают вознаграждение. Тут возникает, конечно, большой вопрос к этим компаниям и к качеству, да, потому что я, например, как рекламодатель плачу за клики, да, тому же самому Гуглу. И тут возникает вопрос о том, насколько эффективно, если нанимают детей, нахрена мне дети, которые будут кликать. В общем, это такая совсем другая история. Давайте поговорим с нашими экспертами о детских заработках. Юрий Когут, председатель правления Лига противодействия кибертерроризму и информационным войнам. Сегодня наш гость. И Таир Насханов, адвокат из Казахстана. Я вас приветствую, мои уважаемые собеседники. Юрий, Таир, как видно, как слышно, все ли в порядке у нас со связью? Добрый день. Видно хорошо, слышно хорошо.
Супер. Благодарны вам за общение. Добро пожаловать в программу и хорошей вам пятницы. Юрий, я, знаете, с вас хочу начать прежде всего по поводу не совсем, может быть, кибербезопасности, но ваше отношение в принципе к тому, что вот это некая индустрия, что школьников привлекают к кликам, привлекают к тому, чтобы появлялись комментарии, появлялись лайки, но это же не особо качественное. То есть это, ну, в общем-то, надувательство рекламодателя, который размещает рекламу, надеется, что кто-то, потенциальный покупатель, кликнет на его рекламу. А тут получается, что кликают школьники. Или, может быть, я не слишком сгущаю краски. Вы знаете, если позволите, я выскажу точку зрения, которая является ну, интегральной, как бы после обсуждения проблемы с экспертами, с коллегами, она сводится к следующему. Безусловно, работать в интернете молодые люди, не достигшие зрелого возраста, могут. Первый вопрос, который всегда возникает, когда детей приглашают на какую-то либо работу, это вопрос техники безопасности. Если это работы, связанные с вредными веществами, с переноской там, тяжестей, ну, детей туда нельзя допускать, потому что они, значит, есть угроза здоровью. Что же касается интернета, то каждый родитель, который хочет приучить своего ребенка к труду, решает две задачи. Он должен быть уверен, что на том рабочем месте, куда пригласили его ребенка, с ребенком ничего не случится. Второе, он научится зарабатывать деньги. И второе, он приобретет навыки, которые будут ему полезны в его будущей работе. Поэтому все эксперты в этой сфере сходятся воедино в следующем. В любой работе, куда привлекают несовершеннолетних в сети интернет, есть целый ряд проблем. Первое. Детям могут навязать ненужную информацию. Американцы говорят, когда воспитывают детей, 3 не запомните. Не все люди хорошие, нельзя гулять поздно вечером и нельзя садиться в машину к незнакомым людям. Это не деткам прививают эту позицию с самого начала. Так вот, дети, которые вышли в интернет, могут столкнуться с тем, что им навяжут ненужную им информацию, которая поломает им кругозор, психику и так дальше. Далее. Не будучи профессионалами, дети могут допустить вмешательство в работу компьютеров, которые еще не их, родительские, заражение вирусами и другие проблемы. Далее. Используя детей, можно заниматься хранением ложной информации через детей, учитывая их неготовность к работе в сети. Далее. Используя детей для работы в интернет, можно создать ситуации, при котором будет возможно хищение персональных данных и создание фейковых аккаунтов. Далее. Детей можно использовать как рычаг давления на родителей. Это через них запускать такие угрозы, как запугивание, нанесение вреда. То есть шантаж просто, грубо говоря. Конечно, и попытки манипулирования родителями через детей. Следующее. Используя неготовность детей и их, ну, скажем, юношеское восприятие всего, что нас окружает, возможно мошенничество, навязывание ненужных покупок, выманивание денег, навязывание быстрого заработка. Юрий, дайте я вас сейчас прерву, потому что мы сейчас скатимся в ситуацию, когда любой здравомыслящий родитель просто бросится перегрызать интернет-кабель, причем в своем собственном компьютере, лишь бы ребенок больше никогда не вышел в интернет и уж тем более не попытался там каким-то образом что-то такое сделать. Но я хочу нас все-таки вернуть. Я понимаю, о чем вы говорите, это все очень важно, вне всяких сомнений. Но, Таир, я хочу вас подключить к нашей беседе и немножечко, чтобы вы порассуждали, что, да, вот есть некие глобальные опасности, да, вот, которые сейчас Юрий очень хорошо описал, и при этом мы упускаем, что все равно это происходит неизбежно. И вот ваш опыт, когда вы вели дела по поводу оскорблений, по поводу кибербуллинга, наверное, дал вам возможность сформулировать некие правила безопасности общие, да, и, может быть, какие-то даже целые направления, из которых родители детей стоит уводить, да, вот, я не знаю. Я сейчас просто придумываю, естественно, да, вы расскажете гораздо лучше, чем я. Вот, например, там, не стоит связываться, не знаю, там, с Фейсбуком, потому что
компании, которые в Фейсбуке делают клики при помощи школьников, они там могут отправить ребенка на какой-нибудь там кликать по какой-нибудь теме, которая там детям до 16. Ну, еще раз говорю, придумываю на ходу просто. Да? Расскажите, пожалуйста, во-первых, о своем опыте, во-вторых, где вот кроются эти опасности, на которые родителям стоит обращать внимание, даже для подростков, которые уже знают все лучше, чем сами родители. Если позволите, мы Юрий, остановились... это к Таиру вопрос. Ага, извините. Да. Дело в том, что не только в Казахстане, но и во всем мире это давняя практика. Почему определенные ограничения существуют? С совершеннолетия, с 18-летнего возраста ограниченная дееспособность, там, 16-летнего возраста. Почему? Потому что ребенок в силу определенных возрастных особенностей не в полной мере может осознавать характер своих действий и их последствия. Относительно того, о чем вот вы сказали, в Канаде, канадский опыт очень, я с интересом послушал. Да, действительно, можно привлекать к работе детей с определенного возраста. Вообще, по законодательству, ну, я про Казахстан хочу сказать, у нас заключается трудовой договор с 16-летнего возраста. Человек может заключать самостоятельно с 14 до 16 лет с согласия родителей, а уже до 14 лет это касается только определенной специфической сферы, как, например, в театре, в цирке, в спортивных каких-то мероприятиях. Если же мы видим, что ребенок находится в интернете и занимается тем, что его просят, допустим, кликать где-то на какие-то определенные рекламные ролики, в этом ничего страшного в принципе нету. Но вопрос о том, что существует такая статья в Уголовном кодексе, как вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность. И вот здесь вот нужно быть очень осторожным. Почему? Потому что именно кибермошенничество, оно в настоящее время чрезвычайно распространено в мире. Я даже хочу вам сказать больше. Более 70% киберпреступлений осуществляется в сфере именно мошенничества. И если в это вовлечен ребенок несовершеннолетний, то он, естественно, также будет нести уголовную ответственность как пособник или соучастник данного правонарушения. Вы имеете, подождите секундочку, даже если ребенку нет 14 лет, он же не несет ответственности. Нет. В чем, собственно говоря, интерес? Тот, кто не достиг 14-летнего возраста, да, вы правы, он не несет ответственность, потому что уголовная ответственность за тяжкие преступления с 14-летнего возраста. Но за его действия будут нести ответственность за гражданско-правовую его родители или законные представители. Поэтому, естественно, родители обязаны просто наблюдать за тем, чем занимается их ребенок. Почему? Потому что, во-первых, они могут и ребенка подставить, и самих себя подставить. Услышал. Коллеги, давайте покажем тогда, уж коль скоро Таир вспомнил о том, что существуют, да, какие-то рамки для того, чтобы нанимать на работу молодых совсем людей, как выглядит запрещенная работа, например, на примере Российской Федерации. Между тем, я хочу Юрию задать вопрос, вот, пожалуйста, то, чего нельзя делать, да, подросткам до 18 лет, ну, соответственно, ну, просто это нужно учитывать. Хотя мы сегодня немножко больше уходим в киберпространство. Юрий, по этому поводу я вам хочу сказать, вот у вас есть представление о том, каковы внешние признаки, да, когда то, что делает, на что подписывается ребенок, да, или подросток, что вот это может быть опасно. Вот просто родитель узнал или там подросток сам пришел, сказал, там, папа, мама, я там вот подписываюсь, буду зарабатывать деньги в интернете. На что родителям стоит обратить внимание, если у них нет особого времени глубоко разбираться, копать в компанию, которую он идет работать, виртуальную работу, я имею в виду. На что нужно обратить внимание? Ну, вот просто какие-то внешние признаки, которые должны, ну, такой звоночек должен прозвенеть, если эти признаки существуют. Юрий, единственное, что у вас, по-моему, микрофон выключен, коллеги.
Юрий, где-то вот примерно вот в этой части экрана у вас может быть микрофон, его нужно нажать, чтобы он у вас включился. Включился, и вы Да, меня уже вот, супер. слышите. Да. Угу. Хочу обратить внимание коллег, которые нас слушают, на следующее. Для того, чтобы ребенка самостоятельно выпустить в интернет и дать ему возможность зарабатывать деньги, эта задача примерно похожа на задачу, которую решают родители перед тем, как разрешить ребенку самостоятельно плавать в море или на водоеме. Пока родитель не убедится, что все необходимые правила безопасности ребенком усвоены, выпускать его в самостоятельное плавание в интернет нельзя. Это моя точка зрения, я ее не навязываю. Почему нельзя? Потому что, как правило, родители очень заняты. Очень занятые люди, у вас, у нас, и компьютер, планшет, интернет-устройства, другие используются для того, чтобы занять ребенка и не отвлекать внимание родителей на кажущуюся мелкой задачу по воспитанию и другим вопросам. Поэтому ребенок уходит потихоньку в другой мир. Какой родители не знают, они должны знать этот мир. И вы правильно сказали, для того, чтобы разрешить ребенку куда-то пойти на работу, в любом случае отец должен проверить работодателя. Теперь вопрос, способен ли он это сделать? Не всегда. Сегодня возникает необходимость обращения родителей к экспертам для того, чтобы они могли быстро, качественно и эффективно проверить потенциального работодателя. И только после того, как будет, получена информация, что с этими людьми и с этой организацией можно работать, они не были замечены в недобросовестной конкуренции, в распространении нехорошей, неправильной информации, только после этого можно разрешить ребенку вступать в отношения. Опять вопрос, в какие отношения? Рамки этих отношений должны быть прописаны, с одной стороны, родителями. Тут как раз, Юрий, тут Да. как раз мы сейчас Таира попросим это прокомментировать. То есть вы хотите сказать, что если вдруг ребенок говорит, что я сейчас буду зарабатывать деньги в интернете, единственный правильный способ – это обратиться, в компанию, которая с хорошей репутацией, которая занимается кибербезопасностью, и попросить их проверить, или дать некий ответ на, что это за компания, в которой ребенок будет работать. Правильно я вас понимаю? Вы знаете, вы совершенно правильно понимаете. Вот смотрите, есть несколько чрезмерно опасных сфер к, разрешению действий, в которых родители должны ребенка подготовить. Плавание, да. Второй вопрос. Ребенок хочет машину, ему 16-17 лет. Так вот, выпускать его в самостоятельное плавание в большом городе можно только после того, как инструктор его научит водить машину, и отец, мать будут уверены, что ребенок правила знает. Прежде всего, это правила собственной безопасности. Интернет-сеть такая же опасная сфера, как вода, как любая другая агрессивная среда, и как автомобиль. И выпускать туда неподготовленного ребенка – это ответственность родителей. Они должны быть твердо уверены, что там все нормально. Они должны с ребенком выстроить нужную коммуникацию, чтобы ребенок им рассказывал, с кем он пообщался, что говорил этот дядя или тетя, что они ему предлагали, какие суммы денег он надеется заработать, как ему их будут платить, каким образом, в какое время он должен работать. И как только родители почувствуют, что ребенок закрывается в комнате, не хочет, чтобы они в любой момент могли подойти к экрану и посмотреть, что он делает, в этот момент родители должны насторожиться. Это наша с вами политика в отношении безопасности наших детей.
Ну, вот это то, что очень правильно. Спасибо, Юрий, замечание, потому что, ну, например, да, если у ребенка просят, а вот дай там, в нашем случае это называется раутинг, код, ну, это некий код банка и номер счета, это, конечно, должно вызвать некие вопросы. Таир, скажите, всегда вот интересно, каким образом законодатель... То есть, смотрите, что я пытаюсь сказать. Когда ты заключаешь договор, трудовой договор, там всегда прописано юрисдикция какого государства или какой территории государства, да, там в нашем случае там, это на уровне штата, регулируется данное трудовое соглашение. В случаях, когда, вот, о которых мы говорим, да, о заработке в интернете, опять же, на что бы вы как адвокат обратили внимание, что, ну, как бы поставил бы некий вопрос. Подождите, вот там мой ребенок находится, ну, я не знаю, там, ну, например, в Казахстане, да, ему предлагают заключить договор, который регулируется законами, ну, там, типа американской компании, но почему-то регулируется законами, не знаю, там, островов Кука. Просто первое, что пришло в голову. Вот это должно быть каким-то, да, там, звоночком? Или вообще, да, вот в этих договорах, на что стоит обращать внимание? Алгоритм, алгоритм общий. И для заключения трудовых договоров, и для заключения коммерческих договоров обязательно нужно знать, кто такой контрагент, кто он, что он, затребовать его учредительные документы, проверить его добросовестность, сколько времени он, как долго он зарегистрирован, где он зарегистрирован, да, вы правильно сказали, какой юрисдикцией регулируется его деятельность. Относительно своего ребенка, конечно, я бы обязательно выяснил, насколько эта деятельность, которым предлагает заниматься моему ребенку, является законной в нашей стране, допустим, в Республике Казахстан. Почему? Потому что если его деятельность принесет вред, ущерб здесь, на территории Республики Казахстан, да даже в любой точке мира, то, естественно, ответственность он будет нести здесь, и, соответственно, и как родитель, если ему с 14 до 18 лет, я буду нести с ним солидарно эту ответственность. Поэтому и законодатель твердо указал, что такие соглашения обязательно необходимо заключать с согласия родителей. Без согласия родителей данный договор является недействительным, он может быть признан судом недействительным. Еще такой момент хотел обратить ваше внимание по поводу границы. Дело в том, что каждая страна, она обладает определенным своим правом, правовой системой. И границы, которые эту правовую систему огораживают от других, они в интернет-пространстве стерты, но во взаимодействии с правоохранительными судебными органами они до сих пор еще пока существуют. И поэтому, если, допустим, ущерб причинен вашим ребенком, вы потом, и если, допустим, вашего ребенка найдут, вы своего работодателя можете и не найти, работодателя вашего ребенка вы можете и не найти. Почему? Потому что даже вот сейчас у меня есть одно уголовное дело, где мы защищаем интересы, представляем интересы потерпевшего. Там сотни тысяч долларов было похищено в результате интернет-мошенничества. Деньги были выведены через систему банков и исчезли где-то в Мексике через Соединенные Штаты Америки. И вот мы уже несколько лет не можем добиться от нашей Генеральной прокуратуры, чтобы она направила запрос в Мексику, в мексиканский банк, для того, чтобы нам выяснить так называемый трейсинг. Это след денег, который ушел. Но при этом ответственность теперь несет мой клиент перед своим контрагентом. То есть это были деньги не только ему принадлежащие, скажем так. Так и здесь может Да. случиться. Поэтому риски очень большие. Что самое такое, знаете, подленькое в ситуациях, когда происходит вывод денег, когда они уходят в, например, какой-нибудь кошелек криптовалютный, и вот там это уже рельса. Вот оттуда вот вообще ничего нельзя вытянуть.
да, потому что там существуют уровни кошелька самого, который вообще невозможно открыть. То есть если о существовании основного кошелька его хотя бы видно, то под кошельки, начиная с Ethereum, а может быть даже в биткоине тоже эта система предусмотрена, под кошельки их даже не видно вообще. Поэтому я искренне сочувствую тем, кто попал на вот такого порядка таких продвинутых кибермошенников, потому что доказать что бы то ни было, найти правду и найти следы, вот этот трейсинг провести, то, что вы говорите, практически невозможно, поэтому это грустно. В общем, мораль всей этой истории такова, что когда вы разрешаете своему ребенку зарабатывать, правильно делаете, пусть привыкает, это безусловно. Но, во-первых, мораль всей нашей беседы сегодня с Юрием Стаиром, наверное, такова. Во-первых, это возможно. Во-вторых, это нормально, и это нужно... Но это должно быть информированное согласие родителей. Согласны, Таир, с таким выводом? Совершенно верно. Спасибо вам большое.